В связи с тем, что мы обсуждали раньше, хочешь не хочешь, возникает вопрос о том, сколько людей жило в Крыму в разное время. Потому что тоже тут цифры гуляют сверху донизу и слева направо, как хочешь. Я могу сказать, что поскольку так же, как, скажем, в принципе, кочевнической цивилизации были свои природные ограничители для общего количества населения, которое когда-то могло казаться гигантским на этих территориях, но по сравнению через 1500-2000 тысячи лет оно становилось таким просто малочисленным по сравнению с окружающей земледельческой культурой, то и в Крыму, в общем-то, была аналогичная ситуация. Потому что тут, если говорить о полуострове, потому что о степях мы уже говорили, что они довольно скудны по своим ресурсам, но и земледелие в Крыму тоже не могло выйти за какие-то рамки. Но и земледелие в Крыму тоже не могло выйти за какие-то рамки, хотя и то, и другое в Крыму в меру того, что было возможно, и развито было максимально, я бы сказал, на существующих природных ресурсах. Историческое население Крыма, наверное, было время, когда он был вообще безлюдный, да? Я уже не об этом. Но, по крайней мере, античность, средневековье. Есть, как везде, тенденция к росту. Но всегда эта тенденция к росту, она ограничена, хочешь не хочешь, тем, собственно, какое количество людей можно прокормить. Либо опираясь на ресурсы этой территории, какая она есть, либо, в лучшем случае, завозя сюда что-то. Но когда что-то завозится, всегда встает вопрос, а что взамен? Поэтому, конечно, где-то с XIX века рост населения Крыма, он задавался уже совсем другими факторами. Но я вам скажу, что только где-то через 100 лет после аннексии Крымского ханства население полуострова достигло тех же пределов. То есть 100 лет для численности населения Крыма до второй половины XIX века было потеряно. 100 лет только догоняли то население по количеству. А уже дальнейший рост, конечно, происходил взрывообразно, но он происходил в совершенно другой экономической ситуации. То есть, когда Крым не вынужден был своими яблоками, пшеном и барашками кормить сам себя, а когда в связи с тем, что в значительной степени переориентировалась экономика Крыма, здесь появилась промышленность, где рабочие ничего не выращивают, но должны есть. Здесь появился туризм, где нужно кормить не только себя, но и туристов, и обслуживающий персонал и так далее. То, чего исторически в Крыму не было, конечно, основную продукцию, не только в смысле еды, но в смысле товаров народного потребления, то, что называется, и всего остального, в Крым стало завозиться. Поэтому вот эту часть мы пока отложим. Речь не идет о последних 100-150 годах, а речь идет о предшествующей истории, когда относительно традиционное хозяйство, традиционный уклад. Там, конечно, были существенные тоже какие-то технологические достижения, но в рамках вот этого традиционного аграрного общества, как сейчас любят говорить, глобального роста населения быть не могло. В последние годы, десятилетия даже, появились интересные очень расчеты относительно численности кочевого населения Крыма. Мясной бутик «Алем». Выбирать самое лучшее для своих родных. Причем я могу предположить, что, допустим, во время скифов и во время, допустим, татар, численность населения Степного Крыма, была близка. По каким причинам? Да потому что хозяйство было похожее. Прирост населения Степного Крыма стал осуществляться, не так взрывообразно, но заметно по сравнению с традиционными временами античными. После того, как сами, собственно, крымские татары, те, кого стали называть крымскими татарами, нагайцы и так далее, там это уже отдельная песня об этнических этих процессах, мы о них поговорим. Но для простоты,
крымские татары степные стали в значительной степени дополнять своего кочевое скотоводство земледелием в Крыму. По тем самым причинам, что земледелие дает больше продукта на единицу земельной площади, и, соответственно, можно больше людей прокормить. Но, тем не менее, оно никогда не было большим. Я сейчас не буду вдаваться в детали вот этого анализа. Есть целый ряд интересных работ по этому поводу. Но есть такие расчеты, я прочитал эти статьи, они достаточно убедительные, где говорится, что в случае, если крымские степи использовались только в качестве зимнего пастбища, для кочевников, которые жили не только в Крыму, то, о чем я говорил очень давно, но и в Причерноморье, а Крым, как самая южная зона, использовался только вот в качестве зимовки, да, то максимум это могло быть где-то 50 тысяч человек в самом Крыму, при Черноморье. Не мужчин, а людей вообще. Если же кочевники жили, вдруг такое получалось, что только в степной части Крыма, и пытались просуществовать, не выходя на континентальную часть, то могло существовать более-менее безболезненно от 18 до 27 тысяч человек. Если это пересчитывать на армию, на сабли, то в первом случае, если эта зона включала Крым, так сказать, и окрестности, то это было от 7 до 10 тысяч всадников. Если это касалось только Крыма самого, то от 3,5 до 5,5 тысяч всадников. Причем, я говорю, если это вот было кочевое скотоводство, лошади, бараны, там, верблюды и так далее, то, в принципе, это было все равно. Это был 5 век до нашей эры, 5 век нашей эры или там 15 век нашей эры. Потому что вот кочевое скотоводство как бы взрывообразно в свое время, так, совершив такой экономический переворот, потом в значительной степени застопорилось, и прогресс был очень медленный. А в некоторых отраслях как бы его не было в принципе. Но о чем это говорит? Да вот, собственно, в этом и разгадка. Почему Крым всегда было легче захватить, чем удержать. Если какой-то народ, как кемерийцы, оставался внутри Крыма, то на этой вот кормовой базе в лучшем случае он мог выставить 5,5 тысяч всадников. В то время как снаружи, со стороны Кубани или там со стороны Северного Причерноморья, сюда могло прийти войско и 10, и 20, и 30. Поэтому всякий, кто контролировал подходы к Крыму, при самом яростном сопротивлении, самом героическом из Крыма, он, в общем, имел огромное превосходство. Если же взять земледельческое население Крыма, опять-таки цифра очень гуляет. Вот по этим 200 тысячам, о которых я говорил в Босфоре, там явный перебор с городским населением, то есть, по оценкам. То есть там можно рассчитать, сколько было сельского населения, и говорят, что его не так уж много, там, допустим, около 30 тысяч человек, которые потом, в принципе, как бы работают на полях, но там называются какие-то невероятные цифры для городского населения, что там 50 тысяч человек и так далее. По тем временам это очень сложно, 50 тысяч человек. В Херсонесе тоже есть разные оценки, но считают, что там могло проживать до 15 тысяч человек. Но при этом надо учесть человек, а не херсонеситов, потому что где-то 60%, если не больше населения, составляли рабы. И в случае какой-нибудь там беды, был вопрос, насколько они там яростно будут защищать херсонесскую родину. Если говорить о таврах, то, опять-таки, вот тут расчеты, наверное, самые сложные. Я, по крайней мере, их не нашел. Какие-то оценки, что от 5 до 10 тысяч человек как бы в раннее время, и поздние тавры это 50-60 тысяч. Елки-палки, я совершенно... Нет, или это надо как-то хорошо обосновать, и я пока не столкнулся с этим обоснованием. Или, никак не укладывается, потому что, что такое тавры? Уже западная часть там принадлежит херсонеситам, да, какая-то там. И вот, условно говоря, это от Фароса где-то, да, так вот. Если брать не побережье, а брать горно-лесную часть. И примерно до Судака, от Уза, до Щебетовки, так называемой, Коктебеля, это так где-то страна тавров. И учитывая, что там в основном-то растут сосны, где они растут, и кустарники, а вовсе не хлеб, то тоже вопрос. А где они, эти земли, и где они, эти ресурсы, чтобы прокормить 50-60 тысяч человек? Я думаю, что тавры, ввиду достаточно сложных природных условий,
они не были многочисленным народом и не могли расти так вот множество. Учитывая, что это разные политические единицы, то, по сути говоря, Крым при мобилизации даже внутренних ресурсов, а из горной части Крыма тоже периодически люди участвовали в защите Крыма в целом. Ну, например, у крымских ханов была готская пехота, но все равно общая армия, выставляемая Крымом, опять-таки по разным оценкам и подсчетам, составляла 50-60 тысяч человек. Но это вся армия, учитывая и кубанские улусы, кавказские, учитывая причерноморские, вот эти внутренние. Причем со временем эта армия стала сокращаться. Вот по тем самым причинам, что терялись земли. И не то, что напрямую терялось население, но терялся демографический рост. Все меньше и меньше в каждом поколении становилось тех людей, которые считали себя принадлежащими Крыму. Тому государству, которое в нем, государствам или государству, которое в нем существовало.